أصابكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت и вас постигает несчастье смерти. Ученые говорят, что смерть состоит из 3 ступеней. Первая ступень — это взгляд в лицо ангела смерти, то есть ты увидишь его в упор, увидишь в упор ангела смерти, так как он сует свою руку тебе в рот, чтобы вытащить свою душу. Второе — агония смерти. Третье — ожидание вести о том, куда попадешь. Давай теперь представим первую ступень. То, как ты увидишь ангела смерти. Представь себе, ты лежишь в постели или просто сидишь, и тут вдруг перед тобой появляется ангел смерти, сует свою руку тебе в рот, хватает твою душу и говорит ей: «Выходи!» и начинает вытаскивать ее, и тут начинается ужас агонии смерти. Душа начинает выходить из ступней, из голени, колен, бедер, живота, груди. Страшная агония, а это намного хуже ударов мечами. И человек не может кричать от боли во время агонии смерти, потому что человек может кричать от боли только тогда, когда у него есть сила, чтобы кричать, а во время агонии у человека нет силы от ужаса боли. И вот представь себе, когда выходит твоя душа, ты изнемогаешь от боли, и твоя душа почти что вышла, и тут ты ждешь 3-ю степень, то есть весь удовольствие Аллаха тобой, или злая ненависть Аллаха к тебе. И тут ангел говорит тебе: «Выходи, поганая душа или хорошая». Если бы можно было умереть в этот момент, то ты бы умер от страха и волнения. И вдруг, если она тебе говорит: «Выходи, хорошая душа», что? Твое сердце готово вылететь от радости, и тут исходит от твоей души наиприятнейший запах. А если же будет другая, если же твоя душа будет другой, то скажет ей ангел смерти: «Выходи, поганая душа, к огню и гневу Господа». И тут начинается боль намного сильнее, чем были в агонии, начинает тебя бить по лицу, по затылку, и чернеет твое лицо, и исходит от души наипоганейший запах. Представь себя, ты себя представь, когда тебе говорят: «Выходи, душа хорошая, к довольному Господу», или когда твое сердце наполняется грустью и страхом, и говорит тебе ангел смерти: «Выходи, поганая душа, к огню и гневу Аллаха». А что же потом? Что же потом будет с тобой? Помыли тебя, завернули в кафан и понесли тебя. И какой же из душ ты будешь, как говорил нам посланник Аллаха Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, когда идет джаназа, и тело несут на плечах, летит душа над телом и говорит: «Если она праведная, быстрее, быстрее», потому что она знает, куда ее несут. А если твоя душа будет другой, о горе тебе, если твоя душа будет другой, то она говорит: «О горе ей, куда вы ее несете?» Затем положит тебя в могилу, засыпят тебя землей, и никто из твоих близких не будет милостив к тебе. Покладут тебя в яму, засыпят землей и оставят тебя одного во тьме могиле. И здесь начинаются ужасы могилы. Первое, что будет с тобой, это начнет разговаривать с тобой твоя могила. Представь себе, ты в дикой тишине, и тут могила говорит тебе: «Встать!» Ты смотришь, кто это говорит с тобой? Ты не видишь ничего, кроме земли и камней. И говорит тебе: «Встать! Ты был любимым созданием у Аллаха на моей спине, и ты посмотришь, что я сделаю с тобой сегодня». И прижмет тебя так, как прижимает мать своего сына, которого она потеряла, а затем нашла, и это будет сильным сжатием, однако подобно сжатию матерью сына. Смотри на великого сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Саад ибн Муаз, великий сподвижник, при смерти которого тресся трон Аллаха, великий сподвижник, при смерти которого плакал посланник Аллаха, великий сподвижник, на похороны которого спустилось 70 000 ангелов. Несмотря на все это, как нам сказал посланник Аллаха, сжала его земля